Перейдем к другим темам. В Алданском районе остается высоким уровень заболеваемости микроспорией. Заражение стригущим лишаем в большинстве случаев происходит от бродячих животных. Как проявляется заболевание и на что необходимо обращать внимание, узнали наши алданские корреспонденты. Курс антибиотиков в стационаре, обработка пораженного участка кожи, затем контрольный период. Микроспория, известная в народе как стригущий лишай, излечивается порядка 3 недель. Стыдиться не надо. Мы никто от этого не гарантированы. В Алданском районе уровень заболеваемости микроспорией один из наиболее высоких по Якутии. В настоящее время с таким диагнозом в кожвендиспансере на лечении находится 4 пациентов. Заражение происходит преимущественно от животных. Чаще лишай переносят бездомные кошки и собаки. Лишаем можно заразиться в общественных местах, я так думаю, и от бродячих собак или кошек можно, если сильная любовь к этим животным, и ты всех подряд гладишь. Стоит отметить, что больные кошечка или собачка вовсе не обязательно будут покрыты воспаленными шелушащимися пятнами. Грибковая нить может находиться на шерсти. Обнаруживается возбудитель заболевания лишь под светом лампы Вуда. Если микроспория, свечение будет такое салатно-зеленое. Вот так же и кошечек проверяют. И там может светиться один усик только. И все. Не обязательно, что вся там шерстка, а только один усик. И этого достаточно, чтобы заразить ребенка. Ежегодно в Алданском районе выявляется порядка 3-4 десятков случаев микроспории. Вспышка заболевания имела место в 2015 году в поселке Нижний Куранах. Тогда к врачам обратились 70 человек. Спустя 2 года рост наблюдался в Алдане. В 2017 этот диагноз был поставлен 50 пациентам. Далее спортсмены, борцы. Плохо обрабатывались ковры. И дети допускались на ковер без осмотра. Этот вопрос мы отрегулировали. В прошлом году было зафиксировано 36 случаев микроспории. За истекший период 2019-го лишай был диагностирован у 24 человек. Заболевание высококонтагиозное. От поражения грибком не застрахован никто. Дерматологи призывают не оставлять без внимания пятна, вдруг появившиеся на коже или волосяной части головы, а сразу обращаться к специалистам, чтобы начать лечение. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан.